Сглаженный радиус и четкая флай-линия, стрит-зона, скейтбордисты, самокатеры, роллеры и велосипедисты столицы Коми вновь могут выполнять фигуры в Кировском парке, где сегодня представители мэрии принимали новый скейт-парк. Как это было и когда экстремалы смогут прокатиться, знает Анастасия Тернина. Такие фигуры Иван Забоев ставит легко. Еще бы, на BMX он уже 7 лет. Новый скейт-парк юноша ждал как никто другой и даже помогал собирать. 100 из 10, потому что по сравнению с предыдущим, то, что у нас было, там квартера, на которые заезжаешь, они в обратную сторону откидывают, а тут все как надо. Все летит вверх и никуда дальше. Но наконец-то нормальные фигуры. Вот. Наконец-то стало удобно и можно детям учиться, потому что вот в момент, когда у нас не было парка, дети все учились на плашке, ничего нового. Сейчас у них прогресс пойдет только лучше. Стрит-зона – имитация городской среды. Эйр-зона для амплитудных и акробатических трюков и флэт-зона. Она предусматривает большое количество свободного пространства и оборудование для тренировок начинающих спортсменов. Внутренний каркас – это металлоконструкция с высококачественной сваркой. Внешнее покрытие – ламинированная фанера. Очень крутой скейт-парк, достаточно объемный, очень хорошая флай-линия, ярко выраженная 2-метровым и 2,5-метровым радиусом. Это вообще прекрасно. Ребятам очень понравилось. Меня тут атаковали, конечно, все эти дни очень сильно. Тут уже прям бум начался. Кто, откуда, куда поедет и так далее. Всем очень нравится. Установить такую площадку в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды администрация столицы планировала еще в прошлом году. Не повезло с поставщиком, оказался недобросовестным. Договор был расторгнут. Поставка оборудования состоялась, и горожане видели, что и монтаж оборудования состоялся. Это было весной этого года. Но, к сожалению, к качеству оборудования у нас были веские требования и очень значительные замечания, которые были подтверждены, в том числе и экспертной организацией. Было предоставлено время поставщику устранить эти недостатки. К сожалению, поставщик с этим не справился. Но зато мы все увидели, что пока эта площадка здесь стояла, а поставщик пытался какие-то недостатки устранить, эта площадка была очень сильно востребована, и здесь было очень много горожан, которые как раз и показывали свой интерес и заинтересованность в таком объекте. Прежний скейт-парк угрожал здоровью детей, и его пришлось демонтировать. Идею установки новой площадки поддержало предпринимательское сообщество. И вот конструкция готова. Выбирали компанию, которая уже не первый год находится на рынке. Сама площадка соответствует всем требованиям, всем ГОСТам, которые предусмотрены для скейтбординга. То, что площадка сделана в короткие сроки, это большая заслуга компании, которая с нами заключила договор. Новая площадка универсальна не только для скейтеров. Здесь могут заниматься самокатеры, роллеры, велосипедисты. Применение найдется ей даже и зимой. Ее уже приметили сноубордисты. Надеемся, что в этом парке будут развиваться как молодые, так и взрослые. Будут кататься, будут набивать себе синяки, при этом учиться и заниматься спортом и здоровым образом жизни. Официального открытия скейт-парка еще не было, но ставить фигуры здесь может уже любой желающий. И, конечно, соблюдая правила безопасности и уважения друг к другу. В аншлаг экстремалы не прочь постоять в очереди и оценить прыжки других, дождаться своего полета и катать с душой. Анастасия Тюрина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.